Со стороны грузин это война биологическая, именно биологическая, не какая-нибудь иная. Это война на истребление, на уничтожение насекомых, коими нас называют. Сам Гамсахурди нас называет, что это не народ, это не этнос, это насекомые, которые должны быть выметены, это мусор, который должен быть выметен грузинской метлой. Проблема бывшей Юго-Осетинской автономной области, она имеет много аспектов. Сама эта область была создана в свое время, в 1922 году, вопреки всяческой исторической закономерности и даже юридической элементарной справедливости. Это явилось результатом аннексии Грузии в 1921 году. И с тех пор являлось, можно сказать, фактором, дестабилизирующим обстановку в этом регионе. Осетины в Грузии поселились в свое время, они жили в этой стране и живут до сих пор, и, наверное, будут жить. Кстати говоря, за пределами этой бывшей области их живет в 2 раза больше, чем в самой области. Они не имеют там никакой автономии, но живут не хуже, во всяком случае, чем грузины и другие народы, проживающие в Грузии. Но, несмотря на все эти факторы, на то, что это являлось, по общему мнению, все-таки несправедливостью, незаконным, созданным единицей, новая власть, пришедшая в Грузии, она дала твердые гарантии всем автономиям, в том числе и осетинской, вот этой автономной области, что речи не будет насчет упразднения, конечно, автономных образований, и этот вопрос решат сами жители этих областей и единиц. Вот оказалось так, что как определенная группа авантюристически настроенных политиканов, можно вот так смело сказать, решила почему-то использовать это заявление или эту позицию, и они сами спровоцировали упразднение области тем, что вознамерились объявить некую Осетинскую республику на территории Грузии. Провели выборы, несмотря на то, что были просьбы, что хотя бы перенести и договориться об этом, и объявили эту республику, объявили себя президентами, министрами. Ответ был однозначен – упразднение этой области. Это не только, знаете, однозначный или эмоциональный акт, это восстановление исторической справедливости и, кроме всего прочего, это главное, это устранение очага напряженности, очага, который вызывает кровопролитие, вызывает какие-то беспочвенные абсолютно иллюзии насчет воссоединения Северной и Южной Осетии, а ведь Северная Осетия – это просто Осетия, а Южная Осетия – это живущие на определенной территории Грузии. Фактор присутствия милиции – это проводить равенство между практически мятежниками, которыми являются террористы, вооруженные, абсолютно неофициальные часть осетинского населения, и абсолютно официальными, так сказать, вооруженными формированиями Грузинской республики, милиции Грузинской республики, мы считаем абсолютно неприемлемым. И мы надеемся, чтобы в президентском указе не подразумевались в вооруженных формированиях, не подразумевались именно вот эти части грузинской милиции, и так оно, видно, и есть. Ибо лишь именно с помощью милиции и внутренних войск МВД СССР, если они будут действовать так, как надо, можно уладить ситуацию, можно контролировать ситуацию, и вот так она только и контролируется. Все в телевидении передается то, что как будто к нам грузины приехали защищать, наводить порядок. Ну почему им надо было? Если они приехали, то милиционеру только надо было пистолет и железная палка. А они приехали с оружием, с пулеметами, со всеми техникой.
и все обстреливают мирных людей. Ни одна пуля, что вы знали? Ни одна пуля. Потому что целую ночь я ходил. Пока мы это все закончим. И даю команду. Огонь. Значит, все по моей команде, все стреляют в воздух. Вы можете на место посмотреть, пожалуйста, вот отсюда. Вот, наверное, видите, если отсюда... Как нам хотелось поверить словам военного коменданта города Цхинвали. Ни одна пуля не полетит в город. Ни со стороны милиции, ни со стороны военных. Красный Крест, и никогда никто не стрелял. Ведь мы люди нейтральные. Раненый Хетерели, которого недавно показывали по программе Муамбе, ведь он был ранен здесь. Вместе с ним был убит наповал наш Багяев. В общем, житель нашего города Багияев. А этого раненого Хетерели везла лично я сама. Разве мы ему говорили, что ты грузин и вылезай из машины? Разве не мы ему оказали первую медицинскую помощь? Мы его привезли сюда. В городе нет ни одного магазина, где выдавали детское питание. А ведь столько детей, совсем маленьких, новорожденных детей. Молоко стали подвозить вот всего лишь 3 дня тому. Вот и то дают один раз, и очереди, вы можете представить, какие там очереди выстраиваются. Все магазины разбиты. Единственный магазин детского питания, который был по улице Сталина, он разгромлен. Дети настолько напуганы. У меня 17-летняя, она вчера плачет и говорит, хоть бы я родилась глухой, чтобы все это не слышать. Упорно передаются по центральному телевидению информации, якобы каждый день, по сей день идет обстрел Цхинвали артиллерии и ракетами. Это настолько чудовищная ложь, что вся Грузия, вот я уверяю вас, вся Грузия смеется каждый день, когда слышит вот эти дезинформации. Какие ракеты могут быть там? Какая артиллерия есть у Республики Грузия? И тем более иногда даже говорится, что чуть ли не Владикавказ, то есть под обстрелом наших ракет. И вот это очень, так сказать, порождает такие сомнения, что целенаправленно все извращается, фальсифицируется, и это все преследует какие-то очень далеко идущие цели. Какие-то вопросы возникают, трудности, проблемы, давайте решать спокойно. Когда, значит, люди взбудоражены, то они друг друга не слышат совершенно. И здесь дело не в грузинах, дело не в осетинах, дело не в русских, евреях там и так далее. Дело в том, что ведется борьба за власть и толкает вот в эту пучину национальной проблемы. В общем-то, конечно, существует. Вы знаете, тоже были события, кровавые события. Когда такие события развиваются, конечно, и гибнут, и страдают прежде всего матери, жены, дети, старики. Прежде всего, это наиболее уязвимые. И мы должны всегда это помнить. И я хоть и не верю в Бога, откровенно говоря, но не дай Бог, что удастся спровоцировать здесь вот такую ситуацию. Не дай Бог. Жаль, что генерал Воронов не верит в Бога. Иначе Бог, может быть, и внял бы его желанию. Увы, провокация все-таки случилась. Это произошло 6 января. Накануне генерал-майор Малюшкин убедил цхинвальцев покинуть пикеты и разойтись по домам. Он гарантировал безопасность и порядок. Люди поверили ему и разошлись. А утром в незащищенный город вошла 3000-я, до зубов вооруженная армия грузинской милиции. Впрочем, эта провокация готовилась давно. Может быть, именно в такой обстановке.
6 числа, часа дня, раздалась стрельба со стороны улицы Героев и Исаака. Выехали, позвонили сразу к нам, выехали 3 скорые помощи. Забрали одного мертвого, прямо в сердце было ранение, он работник УВД Кочиев. Удостоверение было у него в кармане, пробито было удостоверение. Прямо ранение было в сердце. Было 5 очень тяжело раненых. Один был в шею ранен, другой был в живот. Я была там, я могу рассказать, как это было. Расскажите, да. Мой муж пришел домой и сказал, что я подошел к ним, и среди этих милиционеров оказались милиция Салки. Он из Салки, грек мой муж. Вот. И говорит, ребята подошли, узнали, что я грек, и говорят: Миша, мы тебя очень просим, принеси, говорит, нам какую-нибудь одежду, чтобы, говорит, мы оделись и убежали отсюда. Нам, говорит, сказали: вас, говорит, мы забираем на 2 часа с горы. Привезли нас сюда. И говорит, вот мы уже видим, какая обстановка, что осетины ни в чем не виноваты. И говорит, в общем, мы уже видим, чем это пахнет, говорит. И, пожалуйста, говорит, принеси нам какую-нибудь одежду, чтобы мы переоделись, говорит, в этом, гражданскую, в подъезде, и чтобы, говорит, мы убежали. Вот, мой муж пришел и говорит: собери одежду. Я собрала и пошла. Мы подошли, стоял пазик. Они были метров, наверное, 300 от пазика. Мы подошли к этим милиционерам и уже хотели с ними заговорить. Вдруг раздали стрельба. Ну, люди не думали, что они безоружным будут стрелять. Потом, значит, ребята говорят: пойдем-ка подойдем, говорит, к ним, говорит. И они поймали маленьких, так, молоденьких парней и посадили в автобус. Пойдем и скажем, чтобы они выпустили этих детей, во-первых, говорит. Во-вторых, говорит, зачем они стреляют, говорит, мы же не стреляем, мы просто стоим, говорит. И вот эта какая-то толпа, маленькая кучка ребят двинулась с ними поговорить. И тем временем они начали стрелять на них. В упор. Когда уже начали стрелять, я уже вижу, смотрю, несут вот этого Кочева, которого ранили в сердце. Вот этого Кочева несут. Доглянулась, смотрю, уже других раненых тоже тащат. Я забежала рядом, и Кочева затащили в подъезд дома. Там 5-этажный дом есть близко. Затащили в этот подъезд. Я забежала в этот самый, в подвал. Думаю, может, они двинутся, я с подвала не смогу. Я побежала, посмотрела пульс у Кочева. Я страха не поняла, пульс у него был или не был, я ничего не поняла. И начала кричать: скорую вызовите, скорую вызовите. Ну, так что я своими глазами видела, как они стреляли, как эти парни были безоружные. Я была там. Сегодня хоронят погибших от пуль в первые дни вторжения. Это сотрудник милиции Кочиев и местные жители Цхевребов и Тассоев. Место захоронения — братская могила во дворе 5-й школы. Сотрудники городского отдела милиции произвели прощальный салют в честь погибшего товарища из стабильного оружия, которое они отказались сдать тбилисской милиции. Мы приехали из Москвы, мы в крайне беспокойной ситуации, у нас на родине Южной Осетии. Что там происходит, сейчас никто не знает, ни центральная пресса, никто. Одно местное население. Город отрезан от мира. Да, город отрезан, ни связи, ничего, ни газа. Где наш народ сейчас, где находится? Прячут везде, где? Наших депутатов никто не слушает. Милиция вся пускай вводят. Милиции не осталось, вообще сливали, ни одного осетина в милиции не осталось. Некоторые из них приехали в Москву и нам рассказали, как их разоружали, как их обманули ложными информациями, как их призывали в Тбилиси, их разоружили там, всю арсенал забрали у них оружие. И все неформальные организации, которые схватили, все они вооружены израильским оружием, большинство почти что. Откуда это оружие? Откуда у них это оружие? У нас на вооружении в СССР нет такого оружия, юзи автоматов. Требуем немедленно брать бандитские формирования, так называемой грузинской милиции. Это не милиция грузинская, это бандформирование, самое настоящее. А где ты сейчас в милиции? Да, переодеты в милицейскую форму.
Выход здесь такой. Многих даже ребята видели, которые раньше сидели в тюрьме. В тюрьме сидели, теперь в милицейской форме ходят. Да. Какие они милиционеры, если на одном погоне сержант, а здесь полковник? Какой милиционер? И почти все такие. Вооружили бывших уголовников. Это разве милиция? Они хотят отсоединиться. Почему осетинов хотят насильно заставлять отсоединяться? От кого они хотят отсоединиться? Мы не хотим никуда отсоединяться, ничего. Мы живем отсюда, никуда не уедем, ни от кого отсоединяться не будем. А если Южная Осетия будет отсоединяться, то она присоединится к России, к Северной Осетии. Никто не знает. Мы доедем до Джавы, а дальше куда? Вот приехали, Будем у нас там здесь ночевать на улице. Я студент сам МИДа, да. Я сессию бросил, я приехал. У меня там мать, отец, братья, сестры. Как работать, как учиться? А как потом учиться после Когда этого? вы Как доехать? Что вас здесь побудило? Охраняем свою отцовскую землю, осетинскую землю от грузина. Что вы хотите от всего этого, что вы здесь стоите? Мир и землю свою. Сейчас кто-то, какой-то человек хочет нарушить нас покой, чтобы не связаться с Россией. Президент дал указ о том, что Юго-Осетия была давным-давно, 73 года, и существовала. И сейчас, чтобы она была обратно, и чтобы люди жили в спокойствии. Да. Вот мы хотим и просим от президента и от России, чтобы наши люди давным-давно, чтобы они процветали, они чтобы в дружбе жили. Может кто-то с ума сошел, может кто-то просто псих. И мы не хотим, чтобы под этим психом и под этим сумасшедшим человеком не хотим. Мы хотим в дружбе с Россией. Мир и дружбу. Больше мы ничего не хотим. Цхинвальский регион всегда назывался внутренней Картлией. Южная Осетия – это не географический термин. Это термин, изобретенный большевиками, которые аннексировали и оккупировали Грузию. Они сознательно назвали это, Южной Осетией. Это то же самое, если, например, мы сейчас Краснодарский край назовем Северной Грузией, с целью захватить этот Краснодарский край и отторгнуть от России. И будем оправдываться тем, что в Краснодарском крае, как вы знаете, проживают грузины. Есть там грузинское население. Вот такая же логика, когда говорят о Южной Осетии. Никакой Южной Осетии нет, никогда не существовала она. Такого географического термина нет в природе, так сказать. Между прочим, вот те осетины, о которых вы передаете часто, что они беженцы из Грузии, 80% из них не беженцы, а люди, которые хотят эмигрировать, и которым выдается компенсация, кстати. Большинство из них получили уже компенсацию, и они уехали из Грузии. Так что их никто не вынуждал. Это эмигранты, а не беженцы. И прошу не смешивать вот эти два понятия. Когда грузинский национализм заговорил о том, что в Грузии должны жить одни грузины, остальным здесь делать нечего, что остальные пришельцы, гости, и гость должен знать время ухода, что вечно в гостях нельзя оставаться. Что нам оставалось делать, как заявить о себе? Иначе народ был бы разобщен, если бы мы не сплотились в тот момент, нас бы давно растерзали бы на части. Разорвали бы нас на части. Давно бы нас не было уже в живых. Вот сегодня ночью погибло 7 человек, 42 ранены. Я уже не говорю о том, что значительное
количество домов сожжено. Вот, а те дома в астинских селах, которые еще сохранили стены после пожара, они их методично сейчас разрушают, то есть делают все для того, чтобы беженцы обратно не возвратились на свои прежние места. Владимир Алшеев, местный житель селения Цнелиси. Скажите, сколько здесь было дворов и сколько осталось теперь? 40 дворов и осталось 10. А в соседних деревнях? Около 10 сожгли. Вместе с Савином одна женщина. Вместе с женщиной со стенкой, да? Я уже не буду говорить, что было с 1918 по 1920 год, когда погибло 18 тысяч человек тоже в результате первого геноцида Грузии в отношении южных осетин. Депортации свыше 50 тысяч на Северный Кавказ. И вот то, что сейчас происходит с 1989 года. Ведь почти не осталось семьи, кто бы в результате этой кровавой бойни, геноцида Грузии по отношению к нам не пострадало. Нет такой семьи. И сейчас как можете вы заставить этих людей жить с тем, который его уничтожал и готов был его вырезать вместе с семьей? Возможно ли совместное проживание? И оказывается, наши деды и отцы были правы, когда давно ставили вопрос о том, что должна быть единая Осетия. Но нас расчленили еще в 1921 году, 1922 году, образовав Юго-Остинскую автономную область с вхождением в состав Грузии. Это было неестественно. Народ Южной Осетии противился этому. Те, которые еще остались единицы, их в 1937 году доконали. Потом были последующие гонения еще в середине 50-х годов. Все это забыть уже невозможно. И то, что сейчас произошло, это уж совсем никто не забудет, потому что это минимум надо 200 лет, чтобы прошло, и чтобы мы в мирных условиях жили, и все это будущее поколение могло как-то, забыть. Но сейчас нас искусственно никто ни с кем не объединит. Это наше твердое желание быть вместе со своими северными братьями. Я твердо убежден в том, что политики Грузии не отказались от своей стратегической задачи любыми путями изгнать отсюда астинский народ, а тот, который добровольно не уйдет, физически уничтожить. Я в этом больше чем убежден. Этот больной поступил, Гаглоев, парень 20 лет, поступил к нам 12 числа. Тоже выяснилось, что он проезжал на мотоцикле, в районе Пионерского парка и был обстрелян милиционерами, грузинской национальности. Парень при поступлении был крайне тяжелый. Здесь тоже был выраженный болевой геморрагический шок. Была большая кровопотеря. При ревизии был обнаружен разрыв, легкого. Удалена большая часть легкого, правого, 20 лет ему. Это больной Цхавребов Майрбек, 23 лет, он поступил вчера, к нам был доставлен с улицы. На своем транспорте ребята его доставили сюда. И выяснилось так, что его остановили ребята в грузинской национальности, но заговорили с ним якобы по-астински. Спросили, кто такой. Когда он сказал, что он осетин, они моментально начали стрельбу. Но благо он сам не растерялся и завел свою машину и успел доехать до ребят, которые стояли на пикетах на улице Кутузова. Но там он потерял сознание, и ребята доставили его в больницу. А вот мать больного, я, конечно, выражаю вам мое глубочайшее сочувствие, но все-таки я бы хотел, чтобы вы, если можно, чтобы вы что-нибудь сказали в адрес тех, кто ранил вашего сына. Если я даже сына потеряю, Юго-Осетия будет на месте. Из нас ни один никуда не уйдет до тех пор, пока из нас одна будет здесь. То, что я видел, и то, что вы видите, это не признак цивилизованности. И никакой уважающий себя человек, я не говорю уже о нации, не может
позволить такие вещи. Ну, давайте просто обратимся. Это герои Советского Союза. Они защищали не только Осетию, они защищали общую тему всех народов, так же, как и русские, так и как и другие народы и так далее. Я не могу вот никакой связи, не могу усмотреть в том, вот, при чем здесь герои, почему надо было их обезглавить и так далее, зачем надо было рушить театр. Я убежден в том, что в течение 3 месяцев город Цхинвал и Астинские населенные пункты потому и подвергаются массированному обстрелу, ракетно-артиллерийскому обстрелу, чтобы вынудить людей поставить их на колени и согласиться с тем, что никуда вы не уйдете, вы будете вместе с нами и будете жить так, как мы этого хотим. Подавляющая часть народа пришла к убеждению, что наше решение правильное, и мы от этой идеи, от этого желания не отойдем. Если мы до конца этот вопрос не решим, и вот половинчато отнесемся к решению этого вопроса, то через некоторое время, я убежден, повторится то же самое в худшем варианте. А я знаю, что грузинский народ давно воспитывали в том духе, что это особый народ, у них особая природа, это одаренный народ, древнейшая у них культура. Считали себя богоизбранным народом. И это укоренилось у них. И это так быстро так не выкорчевывает. И никто не сможет это выкорчевать. Почему я должен себя чувствовать человеком 2-го сорта, а может быть и 3-го сорта, когда я знаю, что я ничуть не хуже кого-то, и могу свободно и должен говорить, и общаться, и считать себя равным. Я не говорю, что мы особый народ и так далее, но мы народ свободолюбивый, мирный, не хотим ни с кем воевать, но и на коленях не хотим стоять. 12 февраля капитан милиции Коблов Константин, мой бывший одноклассник, ехал из Цхинваля в Джалу. И грузинские боевики его извлекли из бронетранспортера. Военные тоже были в серьезной опасности, потому что их окружало 6 грузинских БТР, а это был один-единственный БТР. Там сидел молодой человек, 18 лет, студент 1-го курса Владикавказского университета, и он внешне похож на русского. Его вытащили за волосы и сказали: «Выходи, русская свинья». И вместе с ними Коблов. Так вот, удалось вызволить 6 человек. 7-й был Коблов Константин. До сих пор молчат. А когда обычно грузинские средства массовой информации молчат, когда молчат грузинские экстремисты, то это говорит о том, что человек исчез, то есть с ним расправились физически. В настоящее время обстановка в области накалилась до предела. Под угрозу поставлена жизнь населения области, люди в тревоге. Это положение усугублено после чрезвычайной сессии Верховного Совета Грузии по обсуждению указа президента Айсена, а также выступления грузинского телевидения, где звучали откровенные призывы к крестовому походу против астинского народа. Общественность района выражает крайнее возмущение
проводимой правительством Грузии политикой. Разрешите, товарищи, открыть митинг по поводу сложившейся в области обстановки. Слово предоставляется Словревому Зелиму Лазаревичу. Он только что прибыл из Цхинвали. Для того, чтобы преодолеть расстояние 20 километров из Цхинвали сюда, мне понадобилось 8 часов. Я вынужден был проходить через леса, чтобы добраться сюда. Город находится в блокаде. В экономической блокаде, в информационной блокаде. Связь с внешним миром практически в настоящее время у нас нарушена. Отключены все междугородние телефонная связь. Невозможно послать телеграмму, невозможно сообщить миру и стране о том, что здесь происходит. То, что мы слышим по центральному телевидению, это всего лишь часть правды. То, что мы слышим по грузинскому телевидению, это сплошная ложь. Когда я уезжал, весь город был на улице. Жгли костры. Были женщины и дети, которые были в крайне встревоженном состоянии. Сегодня вы знаете, что истекает последний день из 3 дней, который дал президент для того, чтобы вывести грузинскую милицию и для того, чтобы начать патрулирование силами внутренних дел СССР. То, что случилось, это нельзя оправдать ничем. Вот 3000 человек с собаками, автоматами, с бронетранспортерами, воровски, ночью в 3 часа, с одобрения, или, по крайней мере, с молчаливого попустительства военного командования внутренних войск и конкретно генерала Малюшкина, осетинский народ и население города считают предательством. Цель ввода для нас ясна. Цель ввода – это прежде всего задушить те новые структуры власти, которые осетинский народ в Юго-Осетии для себя определил, провозгласив свою республику и проведя свободные выборы с присутствием независимых наблюдателей. И цель стала ясна с первого момента. Они захватили здание областного комитета партии, облисполкома, почты, банка и всю центральную часть города. И при этом они начали обстреливать осетинский национальный флаг. Несколько дней они его обстреливали и издевались. Они обстреливали памятник Коста, нашего национального поэта, расставили на крышах домов снайперов, расставили там пулеметчиков, которые очень часто ведут огонь по мирному населению. Нам казалось, что они, наши недруги, опомнятся, что здравый смысл победит. Однако, придя к власти, новые руководители Грузии возвели национализм и шовинизм в ранг государственной политики. На дорогу выйдем.
Я замначальника милиции Мавлют Аттаев, наши сотрудники. Получили мы сигнал, дозорные нам сообщили, что грузинского села напали на наше Астинское село. Мы приехали туда. К сожалению, мы их не застали там. Они успели покинуть село. Заехала группа грузин в гражданской форме в село и начала стрельбу. С места происшествия, там сейчас ребята работают, но я вам хочу показать, вот что мы взяли. Разнообразное оружие было, да? Да, оружие было разнообразное. Пулемет, АКМ. Вот. Обошлось без жертв? Да, без жертв обошлось, к счастью. Вот. Они заехали, первая передняя их группа, заехала в село на Ниве. Ну там местные жители стояли, они их подозвали, поближе, мол, подойдите к нам. Мы хотим с вами поговорить, вот как они нам рассказали. Вот. Наши ребята подошли поближе к Ниве, но они тоже были насторожены. И вдруг открывается багажник, задняя дверь с Нивы. Выскочили оттуда и открыли из автомата огонь. Ну, ребята сразу легли на землю, никто не пострадал. Нива разворачивается, и со всех все пассажиры начинают стрельбу. Беспорядочно. И уехала в сторону грузинских сел. Ребята начали их преследовать, когда прошли метров 200, смотрят, и там большая группа идет в их направлении. Ну, они нам сразу сообщили, мы приехали. Вот эти гильзы даже мы застали еще горячими. Там человек 60, наверное, туда вооруженные появились, вот это, с горки там. Ну, здесь сколько, 4 парня без оружия стояли. Оружия даже ни у кого не было, и начали там стрелять. Вот женщины побежали, он туда, и вот там стояла я, и пуля вот прямо между уха пролетела. И с испугу мы все убежали, дети, женщины все убежали в лес. И спрятались там, и женщины до сих пор они в лесу там с детьми. Народ бедствует. В данный момент в нашей республиканской больнице находится более 100 человек, заболевшие дизентерией. Антисанитария, нет электроэнергии. С большими перебоями поступает газ. Нет продуктов питания, не хватает медикаментов. Из-за отсутствия электроэнергии крайне тяжелая обстановка сложилась в республиканской больнице, в родильных домах. Большие очередя за хлебом, бывают перебои хлеба. Нет у нас горюче-спазочных веществ. Все стоит, предприятия не работают. Учебные заведения из-за отсутствия тепла работает 15 минут урок. В такой тяжелой обстановке находится народ, но он духом не падает. В 20-х годах нас терроризировали только лишь из-за того, что после того, как установилась Демократическая Республика, правительство Демократической Республики Независимой Грузии 18 года, из-за того, что астинский народ, я имею в виду южный астинский народ, хотел остаться в составе России, объявили нам агрессию, террор, и в результате этого еще с 18 по 20 год на территории Южной Осетии еще тогда в результате боевых действий, перехода через главный Кавказский хребет погибло свыше 18 тысяч человек. То же самое повторяется и сейчас. Сейчас, правда, цифра меньше. Вот с начала боевых действий с 1989 года в результате агрессивной политики бывших лидеров неформальных организаций, а потом и официального правительства во главе с Гамсахурдия, в моей многострадальной республике погибло свыше 500 человек, более 1000 пропали без вести, более 100 сел стерты с лица земли. Это трагедия, которую многие
хотят не слышать. Нет у них желания услышать нас. Слово предоставляется председателю Совета министров Северо-Осетинской Республики, члену Бюро Республиканского комитета партии товарищу Хитагурову Сергею Валентиновичу. Попытки поставить целый народ на колени, обесчестить его, изгнать его из родного дома, обречены на неудачу. Каким бы ни был этот фашизм, история об этом говорит многократно. Мы имеем возможности и будем помогать Южной Осетии, как бы тяжело ни развивалась обстановка. Мы с вами, наши братья, и вы можете твердо опереться на нас. Мы поделимся последним, тем, что есть у нас. Мы сегодня вправе обратиться и к президенту, обратиться к нему не с просьбой, а с возмущением, с требованием, с категорическим требованием защитить народ. Если президент этого не сделает, то мы вправе остатки нашего доверия к нему похоронить сегодня. Мы будем этого требовать. Наш народ сможет защитить себя. Мы знаем, что нам нужно делать. И если помощь не придет оттуда, мы призовем братские народы к нам на помощь. Они нам не откажут. Слово предоставляется жителю селения Ногир, товарищу Джикаеву Хазби Тембулатовичу. Асы трагедии чью хушари рештоны, уюды кахат, ив трагедии мазы дища замазы, ладади, хасыш махада гуттан явадым я бабжар штон, беженцу, на беженцу хасты яфы уих. Урзи меньшевик та хушари рештоны ладар пахт той, ба хушари рештоны адаман даргана налуди, falan zilagdıştı sagati riştom maya bom malizin kavanu diudon. Sıdarit der artoy gurzi menşevikta, udon şıhtoy martoy. Akhralık dıştamına khuttak jakka manakam binontay. Marsar dıştam jakkayı khalotam nafıdı madırvadatam. Bira binontay o dıştam madı vakit sılkomanatı sar dıştam. Belhiyad manil sidi faraştaşı. Ama sagul sitten mamadan yafatçil nıkhasitten yakadak tadı vafazon çıvalon yakoy khasta aftama izdar yafasta biritten mama zardilla unsusu kuttakta yıvuldar sımasasyon fetton aftı maabon nasastışıgay udonur kudikanın tengzilu urdigay alık dıştam zümacı çırışton kavma abon gorad digarazagı naumdarın sardıştam nafıdım adırvadasa kanotam Bira binon tavudishtam. Ama churishton qawwal mardini waqtam fintasada imajina binon tay. Udwanu dishtiwil dar shvallatta. Duwajayda shazba. Makhisan miyafshimar mamakho. Amar dishtiwil shab. Mashayu bambani gattam. Niganga tasha kut kottam. Kubu arazan navadi chirin arazan. Falasum salay dar sitbardi gonashik sharashtoy. Mashayu marmartoy farshay farstam, wardonay shalastam, walmarma mashabani gattam. Shener haus kutakta la kurkudikana wat qoma yashardam askuna. Sher mananin suanu abonas khabartana wa gaita qush dashmarti shazaz fasta. Mata abon dar ku kevat kutkuttam, ma kuttunashtam after. Мы никогда не проповедуем ненависть и вражду к другим народам. Но в свою очередь, вот представители других народностей проявляют агрессию, например, против грузинского населения. Были факты такой агрессии в Абхазии, были в так называемой Южной Осетии. Zetadıka hatırvasınızdı. Ama şahitler hutsa parkıravıtı, hutsan garyetak gezak. Ama saf tabiğim baydıttı, dün hafta kalktı, hutsan tıksata tıktı. Ben safta fazla zart kuttu mesela. Kalktı yettim, hafta mevazladız.
Ben bu nam diyor, şiştayınız. Çıpar bunu. Hakstoli beni babırıttı, ben hazır zagallan o vakit. Hoşsan takfatıl, ben sakın parkuttu. Parvatırma, radyo ftamen, aftamaya khasırma, melap bal hatta yetapat hoşsan gardın, derfa khassa, memnun gannemi. Ama ben çok iyi ama yine khaf. Gelip yetibim. Tafiyel besrun gelmeyle yetek geçaşkın zıkkını da bir de rahatsız. Haftayı geldin zıkkıma gelip etsen yeni hayat etti. Tuğunu sakat kutlamı. Harika bir şey ettim ama ortadan maçı kestistem. Haydan memnun kıma kudratçı. Bazı şeylik dememi. Fasir asırtlamemi. Hamiyakçı asasıda. Hafta fedvitten effekuttu. Шала задал шала. Сегодня в 4:30 утра автобус собирался выехать из села Громи и в направлении Цхинвали. По дороге в направлении Цхинвали автобус был обстрелян. Обстрелян жестоко. Были и женщины, и дети, в основном женщины и дети. Вы видите следы обстрела грузинскими боевиками. Вот женщины все в крови. Автобус весь разбит. И, к сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб. Вот один из тех, кого грузинское телевидение называет оси-экстремист. Вот ему 90 лет. Это Габе Бязров. Скажите, вот этот пожилой человек, которому 90 лет, он что, боевик или он никакой экстремист? Никакой не боевик. 9 числа мы с супругой и с дочкой шли на дежурство. По дороге нас не тронули. Мы пришли в больницу на работу. А вечером они зашли в дом в селе Начабете. Сломали окно, через окно зашли, дверь сломали, вынесли на улицу, побили его. Минувшей ночью город опять подвергся интенсивному обстрелу. Однако этот 9-летний мальчик, Арвид Бестаев, ранен не во время обстрела. Он ранен выстрелом из винтовки с оптическим прицелом. Это был снайпер, грузинский снайпер, который стрелял именно в этого мальчика. Это была не шальная пуля. Значит, без давления, без пульса мы взяли его в операционную, сделали лапаротомию и во время ревизии обнаружили множественное ранение кишечника. 7-летний Юра Касаев, астинский экстремист, как здесь вот только что пошутили. Вот я тетю Юры прошу рассказать, что случилось. Игрались во дворе, около дома, там близко катались в Цхинвали, и попала пуля. Вот эту пулю, которую нам подарили военные, тот солдатик, который рассказывал в интервью о том, как обстреляли нашу машину, наша съемочная группа решила хранить до той поры, пока в Цхинвали не придет мир. Когда он придет, мы ее выбросим далеко-далеко или закопаем глубоко-глубоко, чтобы никогда и ничто не напоминало нам о тех печальных днях, которые мы провели в Цхинвали 17 и 18 января.